20 апреля в Абхазии официально закончился режим чрезвычайного положения. И хотя школы и рестораны все еще закрыты и общественный транспорт не ходит, продовольственным рынкам разрешили работать несколько дней в неделю, и крупные магазины мебели, стройматериалов и бытовой техники тоже открыли свои двери. Двери-то открыли, но покупателей нет. Генеральный директор торгового дома «Рубин» Вячеслав Библая говорит, что люди опасаются тратить деньги, потому что непонятно, сколько еще продлится эта ситуация с карантином. И, по сути, продаж нет уже почти 45 дней. У нас на сегодняшний день осталось только интернет-магазин. Мы сделали все для того, чтобы нашим клиентам, нашим покупателям было удобно заказывать через наш сайт. То есть мы сделали скидки дополнительные 5%, мы сделали бесплатную доставку по всей республике. Вот этот интернет-магазин дал нам возможность немножечко заработать денег, опять-таки, на содержание наших же сотрудников. То есть во время этой режима ЧС мы половину сотрудников распустили по домам. Но заработную плату-то выплачивать нужно. Старший менеджер Ирина Абыкба подтверждает, график старались составить так, чтобы никого не обделить. За прошлый месяц рабочих смен у Ирины было на 5 меньше, чем обычно, но зарплату девушка получила практически в полном объеме. Да, мы работали, так как у нас здесь центральный офис, у нас здесь находится склад, поэтому мы работали удаленно. То есть, в любом случае тут должны были находиться сотрудники, которые элементарно предоставляли документы для сотрудников склада. Поэтому мы в уменьшенном составе работали, то есть график сократили, но каждый день здесь был в каждом отделе по одному сотруднику, мы все в любом случае выходили. Зарплата, немного меньше, но это не половина зарплаты, то есть в процентном соотношении, процентов, наверное, 80, да. Основная проблема Вячеслава Библая сейчас – это обязательства перед поставщиками. Он должен выкупить заказанную продукцию. А как это сделать, если предыдущая партия еще не продана? У нас же мы работаем годовыми контрактами, то есть у нас был заключен контракт, то есть мы определенное количество товара должны выбрать в течение года. Соответственно, если нет продаж, куда нам это девать, то есть, соответственно, нет денежной массы, чтобы купить этот товар, оплатить. У нас сейчас идут с ними переговоры, где-то они соглашаются, где-то они все-таки... То есть, понимаете, выпущенная под нас продукция, она уже маркирована под нас, то есть там написано «Республика Абхазия», то есть они не могут это уже куда-то в другую страну продать. В мебельном центре «Домино» приблизительно такая же ситуация, только сотрудники автоматически остались без процентов от продаж. Зато оклады удалось сохранить всем. Складские запасы начали заканчиваться только сейчас, но делать большой закуп пока не на что. Да и 50% российских партнеров, в зависимости от региона, полностью остановили свои производства. Самый сложный период, конечно, был это с 1 по 20 апреля, когда мы полностью были закрыты. Единственное, то, что нам немножко помогло, это то, что мы уже давно развиваем онлайн-продажи, да, и у нас была возможность дистанционно организовать некоторые, но это, конечно, совершенно несравнимо с нашей обычной выручкой, то есть это был какой-то минимум. Мы никого не сокращали, конечно, потому что наша команда для нас очень важна, и мы изначально для себя определили, что мы хотя бы оклады обязательно должны сохранить на время карантина своим сотрудникам, но, конечно, больше месяца, если бы это продлилось, мы бы этого, в принципе, себе позволить никак не смогли. Еще в начале апреля государство анонсировало ряд мер, призванных облегчить налоговую нагрузку на предпринимателей. И Люсине Нерсисян, и Вячеслав Библая считают эти меры малоэффективными. Был декрет, подписанный, по-моему, 2 апреля, если память не изменяет. Там было 2 пункта. Первым, там была, по-моему, патентная система, кто на патенте, да, там отсрочки какие-то были. И 2 пункт был о, отсрочках при ввозе товаров, то есть о уплате пошлин и этого ввозного НДС, но на месяц. И он был немножечко, конечно, не согласован, видимо, с таможней, потому что у таможни есть какой-то внутренний документ, по которому они, то есть могут, не все фирмы под это дело попасть могут, то есть только крупные предприниматели. Мелкие и средние под это не попадают, то есть у таможни есть внутреннее свое положение, поэтому это был, какой-то такой половинчатый шаг, но он никак не помог, то есть никак не повлиял, и причем он завтра заканчивается,
А тот, кто получил отсрочки, он же еще тоже ничего не продал. Где ему денег взять? То есть это либо надо еще продлить, да, хотя бы сделать там, я не знаю, после там завершения карантина, дать людям хотя бы месяц поработать, что-то продать, а потом уже оплачивать эти задолженности. Видимо, мебельный салон «Домино» не дорос еще до крупного бизнеса, потому что прямо во время интервью Люсине позвонили ее сотрудники с границы и сообщили, что отсрочка НДС до 1 мая на ее небольшой груз не распространяется, и компании придется оплатить всю сумму наперед. Этот факт и до карантина не очень-то устраивал предпринимателей, ведь платить приходится за прибыль, которая еще не получена, а теперь этот авансовый платеж стал еще более непосильной ношей. Если честно, я считаю, что вот меры, предложенные нашим правительством, там, Минэкономики, таможенный комитет, что предлагали, на мой взгляд, это неэффективные предложения. Почему, я сейчас объясню. Во-первых, там была предложена отмена таможенных пошлин и платежей, это порядка 1-2% на товары, продовольственные товары первой необходимости и медикаменты. Это товары, которые... И так, то есть эти отрасли и так функционировали в полном объеме весь этот период карантина, когда все остальные были закрыты. Плюс к этому была предложена там отсрочка по ввозному НДС до 1 мая 2020 года. Но дело в том, что практически все, 99% импортеров, которые под этот ввозной НДС попадают, они до 20 апреля вообще в принципе не работали. И товар, я тоже не думаю, что кто-то завозил за этот период. Если кто-то завозил, это просто минимально. Соответственно, сейчас, когда уже у нас возникает необходимость этот товар завезти, уже эта отсрочка закончилась, и в принципе ей никто, получается, не успел воспользоваться. Предприниматели единогласно высказывают надежду, что новое правительство проработает более эффективные меры поддержки бизнеса, причем как можно быстрее. На полную отмену налогов и какие-то крупные выплаты, как в других странах, абхазские бизнесмены не надеются, но без более длительных отсрочек по НДС и других послаблений справиться будет трудно. Мы прекрасно понимаем, что государству сейчас очень тяжело. Никто там из предпринимателей не ждет каких-то денег там. Хотя в этой ситуации, конечно, самое лучшее было помочь предпринимательскому сообществу, какие-то дешевые кредиты. Но денег нет, мы это все понимаем. У государства помимо этого есть еще много всяких рычагов, которые они должны... Я считаю, что нужно целый комплекс мер. То есть там есть какие-то, не знаю, налоговые льготы, надо сделать, может отменить какие-то виды налогов на какое-то время. Не знаю, много чего, чем государство должно на сегодняшний день помочь предпринимателям, иначе будет очень сложно. Очень хочется, чтобы сейчас, надеюсь, новое правительство будет прорабатывать, то есть финансово-экономический блок, какие-то реальные меры все-таки проработать. Это очень серьезно, потому что у нас и туристический сезон сейчас под вопросом, поэтому все отрасли остальные хотя бы надо как-то пытаться спасти, восстановить. Например, постепенно открыть все-таки внутри страны, неработающий бизнес, но при этом ужесточить там на границе. Пока по слухам, конечно, но как мы слышим, все наоборот у нас происходит. То есть внутри многие не работают, а на границе все-таки какое-то движение продолжается. Предприниматели со сдержанным пессимизмом рассуждают о том, когда они смогут полностью подсчитать убытки, сколько еще времени рынок будет в упадке и на сколько процентов потенциально будет недовыполнен республиканский бюджет 2020 года. Если добавить сюда опасения по поводу грядущего туристического сезона, картина экономического будущего Абхазии становится еще тревожнее. Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.